ребята, приехал к нам везель вот такой вот на эвакуаторе. В общем, сдалека. То есть запашок. Масло сливай сразу, проверь. Может, паленое. А так, в принципе, вот такой везелек приехал. Проблема у него со сцеплением. Датчики тоже все расхуярены. Что, датчики расхерачены? Привода хуеватые, да? Шаровые, хуевые. Угу. Только линки заебаты. Линки, да, заебатые? Но... Больше ничего тут нет. Ясно. Ну, будем смотреть. Ладно. Дальше коробочку снимем. Посмотрим, что у нас, как сцепление выжило. Дроссель уже открутили. Оба бачка у нас ушли. Нету ни первичных муфт, ни вторичных передач. Все, везде все сухо. Все разгерметизировалось. Ну, там все сплавилось. Сейчас будем доставать его оттуда. В общем, вот такая вот проблема. Вот все, что по роботам у нас, как говорится, ждет каждого. Ну вот, все, в принципе. Сейчас Макс уже скоро открутит эту коробку. На промывке масляной системы у нас Honda Shuttle. Человек перекатал масло почти десятку. Масло черное. И вот слили. Сейчас залили в химию. Сейчас моется. Потом будем переходить на Gulf Western. Масло будем заливать сюда уже Гульфа. Короче, Макс снял коробочку. Здесь вот такая вся картина, короче. Вот она. Все в масле. Сальник бежал. Видно, короче, что... это не Орига. Не Орига? Да, тут уже руки свои залазили нахуй. Ага. Посмотри. А, как будто типа Вальцов... Оригу. Завальцовано уже. Вон пружина, вон она уже вылетела оттуда. А, и хуево завальцевали. Походу. Еще тоже. Значит, вывалилось. Значит, у него муфта не работает центральная. И там Ну и тут все побежало. Сейчас будем выбивать, смотреть. Че, как корзина сохранилась, нет? Давай посмотрим толщину дисков. Пока. Вот этот хороший диск прям. Ну, а он тот что-то... он тому пиздос. Он зажался, смотри. Да. Его он... зажало пока. Он тот разлетелся, смотри, у него куска нету. Все, он на металле, короче. Жалко, конечно. Ну все, это корзина, приговор. Корзине пиздец. И выжимному пизда. А этот зажал он. Да. А этот зажал капитально вообще. Поэтому у него и не работали ни те передачи, ни те. Он. Так они оба пустые. Все понятно, и короче. У него, короче, вот шестеренку. Сожрала шестеренку, вот. Ну. Что-то слезало. Ну это все, это пизда корзина. В общем, корзине хана с выжимным вместе в комплекте, короче. На. Или что, надо показать? Разбери, посмотрим, на. Макс говорит, чуть-чуть было стружки, говорит, в этом, да? В фильтре. Ну, так масло, в принципе. Черное, очень черное. Да не, это еще не сильно. Нормальное масло, в принципе. Я бы сказал. Ну, да, оно побегало, видно, что нормально походило, все. Но это еще более-менее. Ну все равно, чересчур. Так мягко, чуть-чуть стружечек. Ну чё, неизвестно, что еще с коробкой-то. Я думаю, нормально. По идее, стружки нет, так хорошо. Уже. Если была бы там такие вот кусками аж, но. стружки-то все. Ну да. Будем ставить оригинальный подшипник. Полностью Орига. Вот. Версия. Контрактный подшипос. ФАК, Словакия. Вот. Видно, да? Этот у нас тоже подшипник германский. Нижний. Выбрали хорошую. Вот. У меня уже диски нормальные. Вот этот тот жирный. Вон пятаки видны. Так, подсветку включим. Тот диск тоже вон нормальный. Хороший. Ну, контрактный. Да. Да, контрактная, вся деталь полностью в нормальном состоянии. Сейчас Макс будет их женить, дружить между собой. Так вот, ну и все. Сальники сейчас
тоже поставим все новые. Вот это все перемоется у нас. Вот эта вся грязь. Вот этот сальник будет меняться. Этот поменяем. И вон там тоже. Вот этот сальник будет под замену. Там тоже он все закидал в масле, короче. Ну и все, в принципе, все будет ставиться. Что так у нас, в принципе, шаровые конченые. Что могу сказать? Шаровые нужны. Шаровые убитые, по сути. Ну, они походят еще, конечно, но надо менять, брякать будут. Что еще у нас? Накладки на этих хорошие, на тормозах вроде еще. Ну, там Линки в хорошие. 30-40%. По приводу, что у нас, в принципе, все нормально, да? Нигде ничего. Ну, они такие уже печальные, китайские же видно, что как будто. Ну, Или чё? Непонятно. Ну, короче. что-то, не, это оригинал, просто их уже это меняли, что-то делали, Ну, у обслуживали. него люфт есть уже по триподу конкретный люфт. Да? Ну. Видишь? Немножко, ага, есть. Ну ничего, он это. В принципе, он и так на бабки намотался. Поэтому я думаю, что пока побегает, это он потерпеть может. Главное ему сейчас подшипник восстановить с выжимным и все. Ну все, в принципе, как-то так. Масло зальем свежее. Тормозную жидкость в актуаторы, все свежее. Главное, чтобы двигался, а там ходовую часть уже со временем. Можно сделать, да. Делает. В общем, делаем машину. Последняя машина у нас сегодня уехала. Toyota CHR. Поменяли антифриз. Вот так вот. Поехал. Красавчик. Так, в принципе, работаем. Сегодня очень много было работы у нас. Масло меняли в основном весь день. Замена жидкостей. И все такое. Ну все, Максон собирал уже почти все. Вообще шума нет. Четко. Бачки актуаторов наполнил уже. Жидкость свежую залил. Че? Вся тачку откалибровали. Наконец-то пошла зарядка. Вот у нас уже высоковольтная батарея начала заряжаться. Везель этот приехал на выкачанной батарейке. Ничего не работало. Заряда не было. Сухо? Ну отлично. В общем, подшипник нормально, тихо работает. Вообще идеально работает. Угу. В общем, откалибровался с первого раза, все хорошо, проблем нет. Сейчас высоковольтная зарядится и будет. Так вот. В общем, тачка вроде бы оживает потихонечку. Оживляем мертвеца, да? Искомый его выэтовали сейчас мы с глубокой. Вообще капец. О, зарядик идет, хорошо, отлично. Вот такого везеля починили. В общем, стоит, работает. Работает вроде неплохо. Подшипник совершенно тихо работает, хорошо. Все, тачка у нас сейчас откалибруется полностью. Завтра будем отдавать клиенту. Проверим еще раз все на герметичность. Прокатимся. И все будет четенько. Да, батареечку зарядил почти. Сейчас полностью набьет ее. И потом будем дроссель откалибруем, обучим и прокатимся. Посмотрим, как она поедет. Ну, по низу еще посмотрим. Если все хорошо, у нас этот подшипос должен ходить нормально. Он в оригинале полностью. Все, даже холостой ход оригинальный будет стоять на нем. Нет, подшипник мне понравился, он нормальный. Угу. Главное, чтобы капель не было еще. Но. Ну, если капелек не будет, то это было, не знаю, что это было. Последний подшипник у нас был. Больше нет пока ничего. Ну, какой-то есть. А, он хуёвый. Но этот нормальный был. Вот этот самый нормальный. А он калибровал, да? Угу. Ну он все откалибровал, выжимал, калибровал, все. Все нормально.
Сейчас набьет батареечку скоро. Ну что у нас, тест-драйв? Тест-драйв данного Везеля. Поехали кататься. Попробуем покалибровать его. Все, заряд идет, ошибок нету. Едет без рывков пока. Хорошо едет. Оп-оп-оп. Какая скорость? Мгм. Прошла уже. Шипованные колеса. Да, ну идет неплохо. Зацеп хороший прям. Что-то какой-то подшипник. Ну это шипы, наверное. Шипы, это шипы, ага, гремят. Как будто, блядь, подшипники гудят. Чувствую. Сейчас какая передача у нас? 4-я. Нам какую надо? Четную пройти? Да. На 3-ю, значит, надо. Да почему? Да он этот Чётная прошла. не даст Марк сейчас разогнаться. Нечетная пока не прошла. Мне 5-я нужна, либо 3-я. Во, все, прошла. На 3-й прошел. Нормально, в общем, идет вообще. Шумит от колес, шум вообще жесткий прям. Конечно. Как будто отсюда подшипник гудит. Как на самолете едешь каком-то, ну. Ну ничего, едет хорошо прям. Она идет. Угу. Ни рывков, ни пинков, ничего вообще нету. Так, все. Так, паркинг. Все. Выключаю. Все, откалибровались вроде. Вот, решил свою машинку обслужить. Что хочу сказать. Хорошо иметь свой автосервис все-таки, что можно свою машину пообслуживать. Это же вообще по кайфу. Вот, сейчас достал масло Моли Грин. В общем, вот такое масло, ребята, оно еще в очень хорошем состоянии по сравнению с тем, что вы приезжаете. Ну, многие приезжают, я не буду всех обобщать. Есть черные масла вообще. А я уже вот на таком состоянии меняю масло. Я меняю масло по цвету егошнему. Вот оно 5-ку еще не откатало. Но машина у меня возле сервиса бывает калматит целыми днями всю зиму. Поэтому тут уже исход идет не на пробеге, а на моточасы. И я его сейчас буду менять, освежать это масло. Так что, ребята, Молик хорошее масло, но менять надо именно по пробегу и по моточасам. Так что, ребята, ухаживайте за своими автомобилями. Нельзя таких красивых красавцев таких запускать. Если мы уже купили такие машины, смогли это сделать, то надо за ними ухаживать. А сейчас машину купить еще труднее стало, поэтому лучше обслуживать грамотно. Вот сейчас я достал виковский фильтр. Буду виковский фильтр вот такой качественный ставить сюда. И Моли Грина премку буду заливать в свою тачку. Ну, она у меня на моле уже, поэтому я буду заливать моли. Так, обслуживаю сейчас этот шатали к нам на 144 тысячах пробега с горного улуса. Вот такая заслоночка черненькая, нормально так черная. О. Сейчас это все в мойку пойдет. Тачка просто как бы 144 тысячи пробега, машина 2018 года. И хозяин ее не стал ждать, когда у него что-то произойдет с подшипником, он его просто решил обслужить, чтобы этот подшипник жил дальше и правильно делает по нашей рекомендации. Мы всем это советуем. Вот. И сейчас он его обслужит и будет нормально со спокойной душой на нем ездить.
на хорошей смазке. Вот. А там вот пробег уже 140 тысяч, считай, с копейкой. Машина-то с Японии недавно, а вот уже пробеги какие. И чё ждать от этого подшипника? Да, мы сейчас посмотрим, откроем и покажем вам, что будет. Ну, сухой, скорее всего, будет подшипник. Да. В общем, надо обслуживать эти машины, только так они будут жить. По-другому никак. Им не дано по-другому жить, этим подшипникам. Только так. Механика так обслуживается. Это на механике везде так делается. Да. А ремонты, ребята, если ставить что-то из китайского по запчастям, то это все недолго будет ходить. Ну, даже если, в принципе, полторашник собрать, ну, именно холостой ход китайский поставить, ну, тоже неизвестно пока, что, как они будут ходить. Многим поставили, вроде бегают. Но от смазки зависит. Смазку мы хорошую подобрали, в принципе, должны бегать. Но надо оригинал свой сохранять. Именно оригинальный подшипник будет бегать. Вот. А оригинал, если вышел из строя подшипник, ставить оригинальное сцепление заводское очень дорого стоит. То есть 200 с копейкой плюс 210 тысяч рублей. Корзина с выжимным. Плюс работа. Не, если вы купите сцепление новое, мы без проблем его поставим, да? Да. Вообще без проблем мы поставим. Мы даже за то, чтобы вы покупали новую запчасть, оригинальную именно. Но не у всех по карману 210 отдать. Там за ремонт-то, да, вот грубо говоря, за контрактную эту запчасть, да, не все готовы отдать там. За подшипник тот же 60-70, за выжимную корзину 50-60. А тут получается все идет, упирается в бабки. А так мы бы рады были только новое. Я, может быть, скоро все-таки начну покупать, завозить новые сцепления, посмотрим. Ну, что, я не хочу тоже свои деньги морозить, 210 тысяч рублей на полку ложить, да? И когда она выстрелит, неизвестно, да? В принципе-то можно закупить одну-две корзинки, но это очень... Если будете брать новые сцепы, я буду покупать их. Нет, так как бы, ну, будем ремонтировать из того, что у нас есть. Всяких китайских запчастей, бэушных запчастей будем собирать, что-то делать. Ехать дальше как-то. Но машины должны ездить как-то, каким-то образом. Так что вот такие, ребята, дела. Что, заливаю мед. Молегринчик. На свежем масле вообще по-другому всегда машина. Такое ощущение, что 15 лошадиных сил в нее добавилось или больше даже. А может все 50. Все, свеженькое, все, четко. В общем, Макс увидел, что на этом шаттле бежал сальник. Вот, даже просто вот он приехал, считай. А у него уже бежит сальник, это значит, что уже надо снимать коробку. Ну и вот, а мы заодно еще и обслужим выжимной механизм, да? Бежит он у него конкретно коренной двигателя. Почему? Потому что у него сверху чуть-чуть бежит масло. Вон отсюда видно. Отсюда видно, да? Вон верхний. А, вон. Видишь. Да, вот масло бежит. И по щупу половины щупа нет. Я вот так вот покажу сейчас получше. Ну да, вон. Вон он, вон. Верхнее окно. Да, вижу. Бежало масло. Ну и он говорит, у него полщупа масла. Масло бежало, значит. Полщупа, вот, да. Вот, я вижу, что полщупа масла. Чуть-чуть, видать, подтекало. Поэтому это сейчас все устранится. Сальник бежал. В бачках, актуаторах тоже жидкость. С этим. Родная. Да, родная еще с порошком. Ну, вот этот порошок, отложение какое-то, короче. Уже выпал осадок. Ну ничего, сейчас все сделаем, нормально все будет. У меня на обслуживание. Ой, шаттл, говорю. Nissan Note E-Power. Технология крутая. Приехала ко мне. Вот, поменяли масло. Молегринчик залили. Масло было темненькое. Ну, уже такое. Нормальное, в принципе, не перекатанное. Вовремя все, приехали, поменяли фильтра. Фильтр на нем 222, 223, да, по-моему, 223.
Сейчас он этот коробочку выкинул от него. А, да, фильтр сейчас скажу какой на... 224 фильтр. Вот такой вот ставится на e-Power Nissan Note. Кому надо, вот, знаете, что у вас C224. Можете записать куда-нибудь себе в книжку, чтобы не искать потом. А то приедешь в магазин, а там продавец какой-нибудь 225 даст. Вот, не тот. Сохраните кучу времени. Ну, в принципе, все. А тут у меня диагностическая программка по Nissan. Это специально у меня ноутбук по Nissanчику заточен. Вот даже видите, да, тут такой же e-Power на заставке стоит. Сейчас будем делать диагностику прогой оригинальной ниссановской. Макс говорит, черное масло было на этом шаттле капитально. Черное прям, да? Вообще. С Японии. Не менялось? Да. Как будто бы, да? Да. Запах такой японский. Японский горючий, да? Я японцев понюхал. Короче, снимаем коробку потихонечку. Стружки, говорит, почти не было. Чуть-чуть там немножко было, грамм. Ну, сеточки, ну, такие мелкие все. Но она фракция мелкая, да? А. Вот так нормально, в принципе, все вроде бы. Все хорошо. Сейчас снимем коробку. Стали сцепление. Это у нас... так, какая тут? 36-я версия. 363. Вот. 22 тысячи, 5 P8, 036 и 3. Вот такая вот у нас идет маркировочка данного сцепления. Это у нас уже более современный подшипник здесь. Да. 18-го года. Он у нас с толстым сепаратором идет. Ага, у него первичный вал блокируется. Да? Ага. Никуда не Ну нормально, короче, люфта нет, да? Ну, хуй его знает, это, блядь, то ли это люфт или что, но это у него была какая-то блокировка, короче. Видишь, а вот этот крутится. Мгм. Вот Главное, чтобы он и так не гулял. У него есть немного. Немного есть. Немного есть. Так что, ну ладно, чё. Сальник этот сразу менять будем. Мгм. Малышок не бежит, все хорошо. Но трогать мы его не будем. Ну, У нас их нету. как бы немножко был немного он какой-то мокрый, я его помыл, но в корзине внутри ничего нет. Ничего нету, там. сухо, да? Да, туда бы налилось бы нахуй. Ну да. Что-то было, я не знаю, что это туда там попало. Короче, сальники поменяем, базара нет. Ну тот бежит хули. Тот да, в любом тот случае, да. я еще пока не... Продолжаем, ребята, видео. Вот 18-й год сцепления, 144 тысячи пробега. Вот смотрите, сколько мы повыбивали вот этой вот грязи. Просто вот смотрите, сколько это. Чем бы таким смахнуть прямо, вот взять вот какую-нибудь карточку бы. Ну вот, давай вот соберем. Вот это вот Ферадо, которая конкретно, вот горка, да? Даже это мало, вот. Мы сейчас его все вот так соберем в кучку. Еще и там внутри. Да. Вот это все горело. Вот. Смотрите сколько. Сколько много, какая горка большая. Это все мешает выжимать сцепление данное. Вот она, сколько много, вот она. Вот. Порошок. Да. Ну, что тут могу сказать? Корзина в хорошем состоянии, в принципе. Тот толщина диска еще та нормальная. Ну вот, но все равно вот это вот все остатки горения. Так что не идеальные эти уже корзины. Вот 144 пробега. Корзины изнашиваются в любом случае. Вот. Ну, подшипник у нас в хорошем состоянии. В принципе, я так думаю. Но он сухой. Он вот я уже вижу, что состояние шаров вот оно просто нормальное. Мотования нет. Но оно сухое все. Абсолютно.
Да. Ну, люфта почти, ну, чуть-чуть есть. Он сухой вообще. Прям вообще сухой. Так что 144 тысячи пробега. Вот он пробег. Приезжайте. Больше 100. Я как говорю, так и есть. Да? Да, Сотка? без вранья. Все. Без вранья. Надо обслуживать. Во, смотрите. Гудрон. Гудрон какой. Смотри. Да. Он лук только начал. Вот конкретный. Угу. Вот он гудрон. Солидовно. Вот. Чуть поездил бы еще подшипник и кирдык. И приехал бы этот шаттл. Да. Ну, я думаю, 160 пробега он бы уже приехал. Ну вот хочу показать, что вот в этом шаттле бежал сальник очень сильно. Вот видно, что вот оно масло. Вот оно масло. Сальник мокрый. В общем, он очень сильно бежал. В общем, человек приехал вовремя. Масло у него моросило прям с двигателя в данный узел сцепления. И вот это, и что могу сказать, ну вот подшипник этот, ну, вроде сейчас ходит. Ну, тупака врубал. Тупака врубал, Я да. его еще не мазал. Ну да, ну смажем, в общем. Ну, в общем, его это тоже, подшипник этот, тоже подклинивал, короче. Вот такая вот хрень, в общем. Этот сальник почему-то на Хонде коренной всегда бежит. Почему мы начали делать дороже обслуживание данного сцепления выжимного? Потому что раньше мы не включали сальники. То есть это было по желанию. Ну, то есть, либо по факту, когда бежит, да? Да. А сейчас мы уже вот эти сальники меняем даже тогда, когда они не бегут. Даже когда они сухие. Потому что если мы поставим коробку назад, обслужим сцепление, машина может приехать через месяц с тем же самым сальником, да? И он потекет все равно, в любом случае, там перевысохнет или еще что-нибудь. Да, и тут может быть возникнуть такое, что клиент может сказать, типа, о, ребята, что-то у меня там потекло опять, да? И что-то вы там мне со сцеплением наделали, да, походу, что оно у меня не бежит. А на самом деле это не сцепление бежит, а вот этот сальник мокрит, короче, начинает. Ну, а как сальники не меняли, не трогали, значит все нормально. А мы сейчас их всегда трогаем. Почему? Потому что, чтобы было надежно. То есть один раз коробку сняли, все обслужили разом, все сальники поменяли и все. И должны убить этот вопрос по идее. Но если какой-то сальник все-таки побежит при неправильной установке или чего-то там, да, мы с Максом снимаем второй раз коробку уже бесплатно. И мы переделываем. Вот в этом и есть наши риски. Наши риски большие, потому что мы тоже не хотим по 300 раз коробку снимать. Это же очень геморройно. Это сколько? Это мы день тратим просто свободного времени, да? Поэтому вот столько стоит данная работа. Это очень дорого, потому что мы закладываем сюда. Хочешь не хочешь, второй раз съем коробки мы закладываем на всякий случай. Вот. Так что, ребята, кто хочет заняться вот такой темой, сам, как говорится, давайте, удачи. То есть есть такие моменты, я думаю, ну, многие как бы хотят, думают, что так дорого. На самом деле не все так просто. Не все очень просто, все так вот с этими машинами. Бывает оно не калибруется, бывает еще что-нибудь. Тут столько приколов вообще. Много нюансов. Много. Да. Так что, ребята, вот так вот. Ну все, пусть греется. Вот такая тачка. Ну что, есть шум? Хоть малейший шумочек есть? Вообще, по-моему, тихо работает. Да, тишина. Все, тачка готовая. Сколько у нас? 4 утра, да? Или 5 утра? Сколько сейчас время у нас? 6 уже. Короче, 6 утра мы сделали машину.
Ну а чё, клиент вчера сдал вечером ее. Человек у нас с горного Улуса, поэтому сильно ему, чтоб по карману не било в городе Якутске проживание. Быстренько машину сделали ему за ночь, пока он поспал, и все. А утром машину заберет, будет по делам уже на машине мотаться. Так что, ребята, вот такой сервис у нас четкий. Все обслужили абсолютно. Сейчас ему бояться нечего. Эта тачка будет ездить 80 как минимум тысяч должна находить, по идее. Я как себе делал. Да мы все тачки как себе стараемся делать. Но не всегда, конечно, получается что-то. Все равно бывают накладки у нас. Просто 18-м еще сильнее делаю. Без накладок никуда, потому что это человеческий фактор, особенно с ремонтами. С обслуживанием еще куда не шло, да? Тут мы с оригиналом работаем, да? Ну, да. А вот когда мы восстанавливаем подшипник или ставим что-то контрактное, там бывают нюансы. Поэтому нам без этого никуда. Бывает, и поэтому на сальники даем какую-то гарантию хотя бы, ну, чтобы там месяц, чтобы поездил, чтобы если что-то где-то побежало, по сальникам именно, по маслу, то мы переделываем. А так по подшипникам мы гарантию, конечно, дать не можем, потому что подшипосы все контрактные. На китайское вообще ничего давать нельзя. Китайские запчасти это фламина конкретная. Может так подэтовать. Ну а что делать-то? Запчастей нету. Оригинального ничего нету, поэтому приходится собирать либо с оригиналов старых, поношенных, либо с китайских. Ну и про китайские запчасти я сниму скоро видео. Наверное, следующее видео будет у меня. Я хочу много чего рассказать про китанину. Как у нас оборзели продаваны в городе Владивостоке и Приморском крае, которые китайские подшипники продают. Ну, в Озоне я смотрел, продают их. Чуть ли уже не по 35 косарей за это дерьмо. Вот. Но я считаю, 35 в Озоне просто китайский подшипник стоит, который вообще, ну, такой же, как и все. Они там пишут качество, там тиры-пыры, калибруется, все дела. Да пошли они нахрен вообще конкретно. Вот это вот китайские запчасти. Нахуй, и пизда, деформация пошла. Да мы сколько их перепробовали. Всякие марки, модели разные. Там, я не знаю. Чё ты на нем не напиши. Китайский, он и в Африке китайский. Они их из-под полов производят где-то у себя там, я не знаю, в Поднебесной. Под полах, подполье. Станок обычный, токарный. Если бы соленое было бы, да, блядь, материал нахуй. Металл говно. Ну конечно. Ну, полное нахуй. Тому купишь за 35, еще дорабатывать надо нахуй. Еще и не доработаешь. Еще и нахуй калибруется, блядь. Еще 5 раз бушкару снимать. Да. Поэтому, чтобы так не мучиться, я считаю, что лучше бы купить новое сцепление. Вот новое сцепление стоит, сколько оно там, от 190 и 220, конечно. Но там уже и корзина будет новая, и все новое. Вот, ну... Новое надо родное обслуживать. Да. Либо мы вот все-таки как бы стараемся, обращайтесь к нам. Иногда бывают у нас запчасти оригинальные кое-какие, да? Холостые хода бывают оригинальные, находим. Вот. Муфты. Что еще у нас там? Кое-что бывает, поэтому... Ну, холостые у нас есть. Ну, маленько есть еще, чуть-чуть совсем. Так что, ребята, обращайтесь, сделаем тачку. Уже опыт имеем, нормально. А так, вот эта вот надпись гибрид, это тема. На самом деле, Honda очень хорошая машина на гибриде. Но вот тут с коробочкой, конечно, надо обслуживать. Вот, надо вот так консервировать свои подшипники. Я считаю, это консервация подшипника, потому что мы ему чуть-чуть продлеваем жизнь. Вот. Ну все, всем пока. Все, тачку откалибровали. Все хорошо. На электротяге уже шпарим. Все едет.
ETC カードが挿入されていません。 А? Температура вообще хуйня. Да? Шикарно. Так она едет, ё-моё. Вот, смотри. Хоп, как на вариаторе. Тыц, тыц, все, пошла. Ой, Вообще четко, ё-моё, она разгоняется. Плавно так идет вообще. Вот это кайф. Вот это 18-й год, ё-моё. С обслуженным подшипником. Масло свежее. В двигателе тоже масло поменяли. Сюда залили уже гульфа. Гульф Вестерна. стойки еще новые, что ли? Ну да, у него четкая ходовка вообще. Ну и линки только у него надо поменять, а так по сути нормально Так, все. не тянет, да? Не, нормально. Нормально едет она вообще. Мне нравится. Ну что, тачка зачетная. Сейчас проверим все на герметичность. Броню, да? Поставишь и все. И будем отдавать ее хозяину. Вот. Машинку утром будет часов в 10 хозяин приедет, наверное, да заберет. Ну, мы сегодня поработаем день. Начну принимать клиентов с 10 часов. Скоро будем вот эту вот делать нашу. Уже потеплело. Надо на днях ее загнать будет и это начать делать уже. 66. Свою Хонду будем делать. Вот она стоит, ждет. Так же будет ездить? Да. Если... Так. Фух. Так же будет, братан, ездить. Да, по-любому. Я отвечаю. По-любому. Такой красавец заезжает, Ярис Кросс. Такой вот у нас Ярис Кросс. Вот сейчас их стали очень много покупать, этих автомобилей, Ярисы Кроссы, вот эти вот. Синего цвета, вот такой красавчик. Вот цвет у них прикольный, кстати. У них яркие цвета идут всякие, но они глянцевые все почему-то идут. А так, машинка бомба. Вот столько места в нем. Столько места в нем много. Так вот, такая машина. Тут что-то реалинги, надо было тебе резинки нормально подложить. Вот сюда вот. И снизу? Да, будет потом краску, она натрет. Лучше сделай. Прям резину вот тут вот кусок вот так вот полностью. Он и тут будет тереть. Потом будет красить крышу. Некрасиво будет. Или продавать будешь, человек снимет. Скажет, ё-моё. Так вот. Вот так, в принципе, тачка-то прикольная. Оба. Так. Не требуется ничего. Типа прорезиненная вот это вся, весь металл. Металл прорезиненный? Да, они сказали, Вот это типа. Да, сама прорезиненная, так что не требуется. Ну, так Да вот. ну, где оно прорезинено? Тут все металл. Вот здесь только резинка и все. Ну, они Пла- так и вот, А, даже вот. ну, не, надо сделать. Так, что прикольно у него, вот эти рейлинги идут уже, ну не рейлинги, а эти фендеры пластиковые. Пластик более качественный, видать. Вот такая машина. Ну их сейчас они популярные будут. Их сейчас начали покупать очень сильно, вот эти Ярис Кросс. Будет очень популярная тачка в Якутии, потому что она, в принципе, простая, не гибрид, 3 литра, трехцилиндровый у него двигатель, клиренс большой, она маленькая, хавает мало, в принципе. То есть эта тачка здесь, в Якутии, у нас должна выстрелить капитально вообще. Ну и дизайн у него очень красивый. В принципе, они есть вообще как на Харриер похожие. С обвесом там такие все, короче, навороченные. Но движок непонятно себя как пока покажет. Двигателей новые получается это. Тут у него сделали прибамбас какой-то, теплообменник еще интересный. Или это насос высокого давления у него походу.
У него система ТНВД, форсунки непосредственного впрыска получается у него есть. Вот он насос. 3 цилиндра. Двигатель марка не помнишь, да, как называется? Нет, еще не разбирался. Система EGR, вот они ему сделали чуть по-другому. Видать, не особо его и надо обслуживать, потому что у него сразу в коллектор идет клапан. Вот он клапан, вот сразу система коллектора пошла. Не как у приусов было. Сначала клапан, потом идет трубка переходная, которая забивается все время. Здесь только вот тут может забиться где-нибудь. Здесь маленький тонкий канал. Наверное, тут будет, скорее всего. Но он пластиковый, этот канал. Поэтому пока непонятно. В общем, поездите, да, посмотрите, как оно будет. Надо читать про них тоже. Какие болезни будут на этом автомобиле. Пока ничего не ясно. Пробега мало пока, да? 66. 66 пока. Ну, нормально. Новая машина. Будет до 150 спокойно ездить, а там уже будут какие-то, если болячки есть на них какие-то, будет проявляться. А, вот у него теплообменник есть, холодильник, вот он. А, трубка толстая получается. Нормально сделано вообще. Угу. Но зато системы вальвоматика, по-моему, тут нету никакой. Все здесь нормально с этим планом. Простый двигатель. Ресурс, наверное, 300 тысяч на этом движке по-любому. Как НЗ. Ну все, сейчас вот слили антифриз. Сейчас будем заливаться. С диагностики выезжает вот такой прадик у нас. 23-й год. Красавчик. Там у меня работа сегодня прет. GTR マツダトレノ RX7FD 86給油口リアディフューザーテールライト藤原豆腐店Пиздец, как плохо. Можно?